Ассаламу алейкум. В данном ролике я хочу обратиться к чеченскому народу, к чеченским родителям, к сыновьям, которые сегодня либо отправлены уже в Украину, либо их пытаются отправить, либо их вот сейчас готовят или что-то вот в этом роде. Мне бы хотелось в первой части все это на русском озвучить, а потом уже на родном. В новейшей истории, современной истории, чеченский народ, он вошел в историю как гордый, непокорный народ, который смог империю зла, Россию, прижать к ногтю, заставить сесть за стол переговоров, убрать все свои войска с территории Чеченской Республики и, подписав мирный договор, пытаться наладить свою жизнь. К чему я это? Это такое напоминание, самое первое, это напоминание чеченцам, а потом уже как бы напоминание всем остальным русским и другим национальностям, которые сейчас пытаются с грязью смешать чеченский народ по поводу того, что некоторые чеченцы принимают участие, активное, можно сказать, даже участие на стороне русских. Вот мы вошли в историю именно вот с такой огромной историей, огромным таким багажом. И сегодня Россия, в первую очередь Россия, это именно делает Россия. Ставленники Кремля, это Рамзаны и его приспешники, это всего лишь такие пешки. Они сами говорят, что они пехотинцы, что если что, там, Путин скажет, они в кусты или что-то в этом роде. Они сами говорят, что они никто. Россия мстит нам, чеченскому народу, за то, что мы заставили империю включить заднюю, подписать мирный договор и перед мировым сообществом доказать, что они не являются империей, а какой-то там сборищем подонков. Вот. И вот сейчас идет такая обратная, такой регресс идет, очернение, заставляет уже даже не близкие наши соседи говорят, что теперь нынешние чеченцы это совершенно другие чеченцы, оказывается, у вас можно было купить, оказывается, вы там это, вы то, третье, десятое. Нет, абсолютно нет. Мы остаемся теми же, мы абсолютно не изменились. Абсолютно не изменились. Единственная Россия нашла в нас вот эту чернь, вот это самое подлое, это меньшинство. И поставив на это меньшинство, дав им огромные деньги, финансовые возможности, дав им огромную власть, как на территории Чечни, наделив властью, так и на территории России, там можно посмотреть, там, крышевание бизнеса или что-то в этом роде, оно как бы под контролем, какая-то часть под контролем у так называемых чеченцев. Сделал так, что, чтобы весь мир на нас посмотрел по-другому. И поэтому это все так приближает нас к тому, что задается вопрос. Я много вопросов слышал, именно от многих слышал. Как так получилось, что такой гордый, непокорный народ сегодня исправно поставляет свою молодежь на эту бойню, такие на мясные штурмы. И мы видим эти видео, мы все видим эти видео, где они сидят в каких-то там окопах, рядом лежат эти Иваны, или там рядом проходят, они их там называют братом и что-то в этом роде. И у людей, которые не знакомы с нашей историей, не знакомы с нашим менталитетом, происходит такой диссонанс. Они не могут понять, что такое, как это так. Буквально вчера мы пачками гасили вот этих Иванов, которые братаются сегодня с этими чеченцами. А сегодня такое происходит. Такие вещи, которые невозможно
на самом-то деле просто принять. Для меня, для чеченца, для меня это просто неприемлемые вещи. Ни в каком ракурсе, ни в каком формате неприемлемо. И отвечать на этот вопрос, просто вот с двумя словами ответить на этот вопрос очень сложно. Нужно сначала немножко лет на 10-15 назад отойти. Нужно вот это вспомнить. То 98-й год вспомнить, 99-й, 2000-е, 2004, 2005, вот эти года нужно вспоминать, и вот тогда ты, у тебя получается в полном объеме ответить, почему это произошло, почему это стало возможным. Первый батальон, который был наделен чеченцами, это был батальон «Восток» Сулеймана Ямадаева, который принял участие в войне против Грузии. Не передать просто злость, которую я пережил, когда я узнал, что эти ямадаевцы там находились, и они там чуть ли не рвали когти, пытались впереди всех идти и выслужиться. Слава Богу, Сулейм Ямадаев умер очень позорной смертью, умер буквально как пес, который отработал свое, виляя хвостом, хозяин его отвел и просто убил его. То же самое случилось и с Сулеймом Ямадаевым. Первые вот эти признаки того, что чеченцы готовы уже за Россию воевать, показали именно там. И тут, в этой войне, идет активно такая пропаганда еще идет. Еще вот этот Алаудинов там выступает. Потом вот этот Трус Агуев. Потом еще вот эти командиры, которые кадыровские, они тоже начинают там за Россию, за Россию. Еще появился вот эта жучка появилась, перебежчик Джамбетов, который сначала говорил «Слава Украине», а теперь говорит, что Россия всех победит. И складывается такое впечатление, что все закончилось. Теперь в кои-то веки Россия смогла найти вот этот код, где можно перекодировать чеченца и настроить его на другую волну, заставить его бегать и кричать вот эти вшивые лозунги. Нет, абсолютно нет. В каждый отрезок времени появлялись такие люди, такая масса среди нашего народа, которая на 100% покорялась оккупантам и служила, верно служила. Конец этих предателей всегда один. Их убивали, уничтожали, травили, сдавали именно те самые их хозяева, которым они долгое время исправно служили. Такой же конец будет и у кадыровых. Но сейчас речь идет не совсем о кадыровцах, а о чеченцах, которые сегодня исправно, склонив голову, можно сказать, едут в Украину и там гибнут. И я сейчас вопрошаю и обращаясь к чеченским родителям, неужели вам настолько безразлична судьба вашего сына, что вы готовы отправить его на верную гибель? Неужели, отправив своего сына на эту войну, которая чеченцам абсолютно не нужна, она абсолютно не чеченская, вообще Украина на все 110% на нашей стороне, на чеченской стороне, а вы отправляете своего сына, чтобы он воевал против чеченцев. Этот позор не смыть. Даже если вашего сына убьют, позор будет на вас. Если у них дети, у вашего сына дети, позор будет на этих детей. На этих детях будет позор. Позор останется. И более того, такой чеченец, как я, мы вам не дадим забыть про это. Мы записываем каждого убитого, каждый, кто принимает участие. Чтобы вы знали, мы сохраняем вот эти данные, видео, фото, данные
тех или иных чеченцев, которые находятся на территории Украины против Украины. Мы все это сохраняем. Не просто ради праздного интереса, для определенных целей. Мы, в первую очередь, мы это не оставим. И мы не дадим вам это забыть. Однозначно не дадим. Потому что каждый ваш сын, участвующий в войне в Украине против Украины, он оставляет право выбора украинского народа либо завтра, либо послезавтра наносить удары, ракетные удары, или полномасштабно вторгнуться на территорию Чечни. Как бы вот сформулировать, чтобы вы понимали. В попытке избежать войны, отправив своего сына на войну против Украины, вы ускоряете эту войну, которая будет уже на территории Чечни. То есть вы участвуете в продюсировании, финансировании войны, которая чеченцам абсолютно не нужна. Как она не нужна сейчас в составе России против Украины, так и когда Россия будет конкретно терпеть крах, она уже как бы в мировой политике она потерпела крах, но когда империя будет терять свою территорию, полностью разрушаться, вы именно ваше молчаливое согласие, я сейчас к родителям обращаюсь, вот ваше молчаливое согласие и приведет чеченский народ к новой войне, которая нам абсолютно не нужна. И сегодня, на самом-то деле, сегодня та маленькая часть чеченского народа в виде армии Ичкерии, она и является такой буферной зоной между украинской армией с мировой поддержкой и вами, которые выбрали наименьшее зло, кадыровский режим, поверив в Россию, стали отправлять своих сыновей в армию, в разные структуры и говорить, что мы против войны. Вот это маленький процент чеченского народа, он сейчас как буферная зона. И не будь этих людей, Аллаху платбой, пусть Всевышний сделает так, чтобы там не было не 100, не 200 человек, а 100 тысяч чеченцев, чтобы было. Чтобы на фоне вас всего этого, вот этого бреда не было заметно вообще. Вы должны осознать это просто. Неужели вам недорог ваш сын? Неужели вам недорога ваша честь и достоинство? Неужели вам легче отправить на ненужную войну своего сына, чем сделать так, чтобы он сел в тюрьму? Пусть он отсидит, зато он будет целый, он не будет убит, не покрыт позором. Неужели тот позор, который будет покрывать Россия, этот позор сильнее, чем позор, который будет веками преследовать вас? Когда у нас была дружба с Россией? Когда? С самого начала возникновения Российской империи Россия настроена негативно против нас. С самого возникновения Российская Федерация пытается уничтожить чеченский народ. Меня никто не сможет в этом разубедить, потому что я сам видел это. И сейчас вижу, что со стороны, я не живу в Чечне, к сожалению, со стороны я вижу, во что превращается чеченское общество. И Россия не успокоится до тех пор, пока вы не превратитесь в Иванов, не помнящих родства. Пока вы не начнете выдавать своих дочерей замуж за русских. Пока вы не начнете оправдывать российский закон, говоря, что он лучше, чем наши адаты. Оказывается, вы сохранили своих детей, вы сохранили как бы себя, сохранили своих детей для того, чтобы спустя 20 лет толпами отдавать на погибель, отправлять на ненужную войну. Неужели это
Вы не думаете об этом. Неужели настолько сильно вы опустили руки? Я не знаю, как это объяснить. Я не верю, что вы верите в Россию. Я не верю, что вы как-то, не знаю, считаете, что это такая страна, которая спасла чеченцев. Неужели вы не можете ничего сделать? И много чем атах, что на чеченском теперь обратиться. Hins سيدل نوخشي ألا يشياتسا هندالشا سيدل نوخشي دقيق أميلشتياش تا هما ديا يلا شو أغو كديرو أغو توس ديا يلا سيلا بوشتل دوش маршо я ожила боштел дош дукка хумна что снак поступает боч деган алла го би камбойлцам нохчик ам дук байлнах чакдел амду тахтагана шейдюзел шашқи абин инс масала 2000 гадашка дуньян чубойл дюзел штагана ашер штолш кигина букаш иш бутан Украина боюш аш иш идюзела Украина бай ити гасқа шаму ук хадайт қиин бац элла сотяшну таган шейдюзел набахти вогатар голи душан Украинит анте вогачула Украини воган со дей индол сидуи валлахи шуг метват курмадати شون موش کردو ایزم اوکراینی به ویچ و اثر و هیچ مو تابل چر برخ بعه وینه بو وقر اوکراینسکی اوام ازر سو وینه بو ویق نخچه شو میچ قیاچ دو یوغ درز ما ایخیت شای دوزل ما بغیت اشتگ اوکراینی لربی شای دوزل تا شی ایت بعه ازر شو دو حلوولي شو دوم داتس دوان حل غلير نقداتس رمزانيا كاديروفسكي ريجيميا روسيا حل غلير نيتقتاق عباتس اش دو حلوولي شو دو حل دولي بوغي ترباتس او اولي شو دوم داتس شو دوم دو تا دو حلوالا ات دو حلوالا دوهم خردات بعه ازر دو حلوالا ما بغيت شيناخ شي دوزل ما بغيتك ما ايغ بيت ما بيت اشتاق كان عيرين شون بالي دي دول شون دوي اوغر دو حرت خويا كواتر دو تسود احشوك خات ديزر دوي تخون تسلا نوخشي تشويونيت وان بايت شون لوك تشوختر دوي شي دوزل تك دا يوغيتش اتوام خيخكن هاتشو بور بولش بوشون украинский политикша قاميال ديتشخناها одна из целей грозный ол штушон шубандол шу дюзел бандол ол штушоне хобандол ол штат охтрек делуштек дия что нохчик ам келхардакыч нохчик ам бехкидат нохчик оме кэч датса нохчик оме хоч датсар бошту о и бохшлячаха цана окопча цана киечана хагучол итаесум غاسقج او بو غاسق سينتيو ديل نعل تخليل هون اتقميال ميل ديشوك الله هو بالي لو تيري شو ما تخيل وي نوخجي ما تخيل غاسقشا بابوش شو ملرتا دات هنا وي دويش هو современная история ها وي دويش حبيحكن غاسقي تاريا بامو بوغربو يا الله ديل يوغ دول يوغ ديرز يوغ بيرز بيش يدوزو ما يغيت إشتك صديقر دقشك شون شي ديوزل اوشا شون شي ديوزل بيزا от Украине датса يوخيش نبختي وغيت ميقر دوشو هر رسي أتصل يغر يولش ياتشن تغن دولش حولا ها رسي أتصل يغر يولش يات أتصل نيت بخير بات رسي ها قشو خان تو عاشق أنتنا شو ديوزل отчу амаси чех шобец удох кордац ох чур хавох коруе ой почалка ичкери айдало хаца берз би элчул да хагас уноч о хаца берз ор болшмо шабер малил ди хом юл берз ой qam din qam
دين قام غاسك شندو حليت الموضوع شنو غل صوت آتي شروات نوتشو قام قير دل صوتي شروات هم ده سونس هيك قام دوز دالر دو نوتشو قام شي دوز الر بيه ما يغتسك يغ بياز بيش